На сегодняшний день в Кызыле эпидемический порог заболеваемости населения ОРВИ и гриппом превышен 2 раза. В целях безопасности и недопущения увеличения количества больных введен плановый карантин. В районах республики учебный процесс проходит в штатном режиме. Школы и детские сады могут посещать только здоровые дети. В образовательных организациях республики, во всех учреждениях, кроме города Кызыла, образовательный процесс идет в полном объеме. Поэтому с сегодняшнего дня в соответствии с нормативными актами, а именно распоряжение мэра города Кызыла, а также для государственных учреждений, учредителями которых является Министерство образования, будет издан тоже соответствующий приказ. В целях защиты населения и профилактики заболеваемости в Кызыле отменены массовые мероприятия и введен обязательный масочный режим. Однако в аптеках города маски уже не найти. Ажиотаж нешуточный. Маски хочу купить, а их нигде нет. Марля, если есть, возьму марли. Нигде нет масок никаких. Здесь нет, тогда мы пойдем. Это уже вторая аптека на сегодня. Мы приехали из Санкт-Петербурга, поэтому нам необходимо найти где-то маски, но вот мечемся, не знаем, что делать. Маска вообще нету, надо все. Аптеках надо купить, надо все, ребятишка, маска. Сейчас вообще, тем более, большой грипп идет, очень опасно. Наша съемочная группа объездила более 10 аптек и ни одной маски не нашли. Фармацевты рассказали, что их раскупили еще в январе и пока неизвестно, когда будет привоз. Маски уже где-то месяц нет. А про то, что когда привезут маски, мы не знаем, потому что поставщиков нету. Конечно, ждем, мы ищем, заказываем, нам отказывают. Масок нет. Ничего неизвестно. Каждый заходит и спрашивает про маски. На помощь пришло общество слепых. Люди с ограниченными возможностями здоровья начали шить многослойные марлевые маски. Отпускная цена за одну штуку – 50 рублей. Использовать их можно несколько раз. Многоразовая маска, многоразовая, ее постирать, обработать утюжком, это можно принимать длительное время. Мы принимаем заявки, но уже на эту неделю принято, на следующую неделю принято. Заявок очень много. В цеху трудятся несколько швей. За день выпускают более 1000 многоразовых масок. Но и этого не хватает, уверяет генеральный директор учебно-производственного предприятия общества слепых. Поэтому мастерицы советуют населению делать маски собственноручно. Это несложно. Кусок марли с размером 90 на 22. Вот у нас. Их сложили в 6 слоев. И нужна резинка длиной 20 сантиметров каждая. Так, резинку нужно соединить с марлей с внутренней стороны. Все должны быть срезы ровные. Обточали, вот уже вывернули. Проложить нужно отделочной строчкой вокруг маски. Строчка должна быть ровной, 2 параллельных. И сразу же тут образуют 2 защипа. И все. Маска готова. Ажиотаж на маски возник в связи с последними событиями в мире. Однако Министерство здравоохранения Тувы просит население не раздувать слухи, напоминая, что ложная информация про коронавирус карается законом. В республике на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Всю информацию можно узнать на сайте ведомства, где есть специальная колонка по данной теме. А жителям рекомендуется соблюдать меры личной гигиены, использовать в общественных местах маски и быть предельно осторожными. При любых симптомах ОРВИ обращаться к врачам. Герана Сурола, Демис Шуштук, Тува 24.